Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. В Авазе стартовал международный фестиваль. Туркмено-Рогатнашик подвело итоги конкурса профессионального мастерства. Сборная Туркменистана сыграет с Узбекистаном и другие новости. На берегу Каспийского моря стартовал международный танцевальный и фольклорный фестиваль «Аваза-2023». В числе его участников коллективы, представляющие Туркменистан, Таджикистан, Казахстан, Россию, Индию и Узбекистан. В ближайшие дни фестиваль продолжится целым рядом ярких творческих мероприятий. Церемония закрытия состоится 16 июня. В Туркменистане подвели итоги конкурса профессионального мастерства, который проходил между студентами и специалистами транспортно-коммуникационной отрасли. По условиям конкурса участники продемонстрировали инновационные проекты в различных отраслях, ознакомились с достижениями Туркменистана в сфере цифровизации и телекоммуникационных услуг. Победителям конкурса агентство «Туркмено-Рогатнашик» вручило почетные грамоты и ценные призы. Заместитель министра иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиев примет участие в мероприятиях недели высокого уровня по борьбе с терроризмом, которая будет проходить в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке 19-20 июня. Посол Туркменистана Мухаммед Гельды Аязов провел встречу в Ереване с директором Института геофизики и инженерной сейсмологии Армении Джоном Карапетяном. Собеседники констатировали активное сотрудничество, многочисленные встречи ученых двух стран, участие в различных международных мероприятиях, обмен опытом в области сейсмологических исследований. По завершении встречи посол Аязов передал Карапетяну письмо главы МИД Туркменистана Рашида Миредова с приглашением принять участие в торжественной церемонии открытия нового градостроительного проекта современного города Аркадак. В Ашхабаде в здании ООН прошла встреча с молодежью по ознакомлению с глобальной деятельностью в осуществлении целей устойчивого развития. Встреча, нацеленная подчеркнуть важную роль молодого поколения в реализации целей устойчивого развития, была организована программой развития ООН в Туркменистане совместно с Туркменским национальным институтом мировых языков имени Азади. Во время встречи с молодежью специалисты ПРООН обсудили такие темы, как роль молодого поколения в борьбе с климатическим кризисом, как сделать города более устойчивыми, разумное потребление и управление отходами, экологический кризис Аральского моря и международные инициативы Туркменистана, направленные на борьбу с изменением климата. Первые беспилотные грузовики КАМАЗ начнут осуществлять перевозку грузов Москва-Петербург. Российские перевозчики впервые в мире начнут выполнять грузоперевозки беспилотниками во взаимодействии с сервисами умной дороги. 58-этажное здание в Сан-Франциско, высота которого составляет более 195 метров, несмотря на усилия специалистов, продолжает наклоняться. Архитекторы вынуждены констатировать, что не могут повлиять на этот процесс. Небоскреб с множеством дорогих квартир и модным рестораном был сдан в 2009 году. Уже спустя пару лет после начала эксплуатации было замечено, что он дает усадку. К настоящему времени небоскреб погрузился в землю более чем на 40 сантиметров и наклонился на 73 сантиметра от вертикали. Сегодня состоится матч второго тура чемпионата Центральноазиатской футбольной ассоциации между командами Туркменистана и Узбекистана. В Туркменистане многочисленные любители футбола, у кого есть IPTV, смогут увидеть встречу по каналам «Футбол» и «Варзиш» в прямом эфире. Трансляция игры начнется в 20:20 по ашхабадскому времени. Напомним, чемпионат в рамках Центральноазиатской футбольной ассоциации проходит в период с 10 по 20 июня в Ташкенте и Бишкеке. В первом туре сборная Туркменистана сыграла в ничью с Таджикистаном. Бывший футболист Ливерпуля и тренер Астон Виллы Стивен Джеррард продолжит работу в саудовском Аль-Итифак. Из Астон Виллы Джеррарда уволили в октябре прошлого года, с тех пор он находился без работы. Аль-Итифак завершил прошлый сезон на 7-м месте в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. Гайгас Исторяев завоевал серебро Гран-при по тяжелой атлетике в Гаване. Этого успеха 19-летний спортсмен добился в весовой категории до 81 килограмма. В общей сложности Торяев поднял 319 килограмм, уступив первую строчку штангисту из Индонезии. Гран-при Гаваны – один из отборочных турниров на Олимпийские игры в Париже. На данном турнире сборную Туркменистана представляют трое спортсменов, в том числе серебряный призер Олимпиады 2020 Полина Гурьева. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.